Альхамдулиллах, ассаляту вассаляму аля расулиллях. Судный день, аль-хисаб валь-джаза, расчет деяний людей и соответствующее воздаяние за эти дела. В судный день рабы Всевышнего предстанут перед этим величайшим судом, и этот суд Всевышний сформировал специально для того, чтобы рассчитать все деяния людей, все слова, все их поступки, и люди, которые будут стоять рядами, они предстанут перед своим Господом. И Всевышний сурат Аль-Кахф в 48 аяте говорит: люди предстанут перед своим Господом соффан, рядами. То есть они будут строиться, как мы с вами строимся во время кияма. Поэтому многие ученые в своих книгах, в своих насихатах приводят такое сравнение: два кияма. Первый киям – это когда мы строимся рядами и стоим перед Аллахом в этой дунья, то есть во время намаза, это киям. И самый тяжелый киям – это в судный день, то есть яум аль-кияма, день предстояния. Поэтому также в судный день рабы предстанут перед своим Господом рядами. Приведут скверных людей, которые обвиняли пророков во лжи, посланников во лжи, которые восстали против религии Аллаха, против своего Господа, слушались Его приказов, которые проявили надменность, высокомерие на земле. Их всех приведут униженными. Их всех приведут закованными в цепи. И Всевышний в Коране говорит, сурат Ибрахим: «Ватараль муджримина яумаидин», и в тот день ты увидишь грешников мукарранина биль асфад, они будут закованы в цепи. То есть их ангелы приведут, будучи закованными в цепях, то есть униженными. Сарабилюхум мин катиран, и на них будет одеяние, которое называется катиран. Катиран, многие переводчики и в тафсирах на русский переводят это как смола. То есть на них прольют горячую смолу, и вот эта смола, она застынет на их телах. И это будет одеянием грешников. Если, например, возьмем аяты, которые описывают одеяние богобоязненных в судный день, то это будет парча, атлас, зеленые, другие цвета. То есть это будут райские одеяния. А что касается грешников, то это будет катиран. Катиран – это смола. Смола, горячая смола, кипящая смола, которая просто застынет на их телах. И вот сарабилюхум мин катиран, их одеяние будет из смолы, ватагша вуджухахумун нар, и их лица будут покрыты огнем. Лияджзи Аллаху кулля нафсин ма касабат. То есть это для того, чтобы Аллах воздал, то есть таким образом Аллах воздаст каждому в соответствии с тем, что он приобрел, что он совершал. Инна Аллаха сари'уль хисаб. Воистину Аллах скор в расчете. Сурат Ибрахим, аяты 49, 50, 51 аяты. И когда люди увидят вот этот ужас, который они даже не представляли, каким он судный день будет страшным, вот этот ужас, да, который проникнет в их сердца, вот от этого ужаса они будут падать на колени. Они будут падать на колени, когда их призовут для расчета. Ибо то, что они увидят, они просто потеряют силы ног, да, у них будет такой страх в сердцах, что они просто упадут на колени.
и они осознают, что их ждет, и в каком положении они оказались. И Всевышний говорит: ты увидишь все общины, все народы колено преклоненными, то есть они будут падать на колени. И каждую общину призовут книги ее, то есть книги деяний. И Всевышний скажет: сегодня вам воздастся за то, что вы совершали. За то, что вы совершали. И на самом деле это будет страшнейшее зрелище, это будет ужасное, великое, страшное зрелище. И все мы с вами должны просить у Аллаха, чтобы Аллах помиловал нас, чтобы Он проявил к нам свою милость, и чтобы Аллах простил нам наши грехи, и чтобы Аллах избавил нас от вот этой ужаса судного дня. А дальше мы с вами поднимаем тему: будут ли кафиры, неверующие, подвергаться расчету. Потому что есть ряд ученых, ахлю сунна, которые ставят вопрос: а нужно ли и будут ли кафиров, будет ли им расчет? То есть будут ли у них что-то спрашивать? Потому что кафир, если он жил в куфре и умер в куфре, не покаявшись, не приняв ислам, не уверовавшись в Аллаха, то все, что он делал, ему не принесет никакой пользы. То есть, что касается благих дел, да, он давал садака, но он был кафиром. Поэтому даже если что-то он от этого садака получал в этой жизни, в судный день он ничего не получит. Если он проявлял благочестие там, к родным, там, к жене, детям, да, всю жизнь там, ему говоришь: айда мяшитке, айда гибадатке. Да мне времени нет, мне надо детей на ноги ставить, там, чтобы они там престижный вуз закончили, чтобы они на хороших квартирах жили. Вот он ради них все было, но в судный день он это не увидит. И эти же дети будут еще проклинать его за то, что он не дал им религиозное воспитание имана. Поэтому ученые ставят вопрос: а за что их рассчитывать? То есть все равно они кафиры. Что касается грехов, да, кто-то из кафиров, он воровал, кто-то зина делал, кто-то еще что-то совершал. Ученые говорят, он был кафиром. И он понесет наказание за куфр. Поэтому зачем его рассчитывать? И этот вопрос ставят ученые. Но есть большинство ученых, которые говорят, что Аллах все-таки подвергнет расчету и неверующих. И с них спросят за все, что они делали в этом мире. И Аллах обязательно взвесит их дела. И они приводят аяты, хадисы, которые служат доказательством этому. И, например, суратуль Му'минун, верующие, Всевышний говорит: «Ваман хоффат мавазинуху», и те, чья чаша весов окажется легкой, фауляика аллазина хасиру анфусахум, то есть они потеряют самих себя и вечно хасиру анфусахум фи джаханнама халидун, они потеряют самих себя и вечно будут пребывать в аду. Вечно мы знаем, кто? Кафиры будут пребывать. Поэтому вот этот аят указывает на то, что Аллах будет взвешивать и их дела. Тальфаху вуджухахумун нар, огонь будет сжигать их лица, вахум фиха калихун, и огонь будет сжигать их лица так, что обнажатся их зубы. То есть лицо сгорит и выйдут зубы. Алям такун аяти тутля алейкум. И Аллах говорит, скажет им: разве вам не читали мои аяты? То есть разве вам не приводили мои аяты? Факунтум биха тукадзибун, а вы считали их ложью. Вы говорили, что это ложь, что это сказки, асатируль аувалин, сказания там предыдущих поколений и так далее, и так далее. И вот в этих аятах речь идет, несомненно, о неверующих и всех тех, кто предавал Аллаху сотоварищей, то есть мушриков. И вот ученые, которые доказывают, что и кафиров будут рассчитывать Аллах в судный день, они приводят свои доводы.
И вот первый из этих доводов, то есть первое доказательство, что они будут подвергнуты расчету, ученые говорят, что это будет доводом против них. То есть, чтобы кафир в судный день, оказываясь в аду, признал, что он заслуживает ад, потому что из аятов и хадисов мы видим, что даже кафиры, которые говорили, что это все ложь, которые надменно противились истине, они боролись против религии Аллаха, когда их будут толпами гонять в ад, они будут заходить в ад и будут признавать справедливость Аллаха. Они будут благодарить Аллаха, что они будут видеть, что Аллах справедливый. Поэтому ученые говорят, вот почему нужно, Аллах будет рассчитывать и кафиров. Не просто Аллах скажет, всех в ад. Аллах справедливый. И ангелы ничего не скажут. Аллах скажет, давайте подвергать их в ад. Не надо им чашу ставить, весы не нужны. Не надо сейчас поднимать все их дела, протоколы. Да? А ангелы же они все пишут, все запоминают. Вот ученые говорят, почему надо все поднять, почему надо будет положить их деяния на чашу, чтобы против них был довод, худжа называется, против них самих довод был. И это будет демонстрацией справедливости Аллаха, чтобы все видели, что Аллах, Он справедливый. Если кого-то Аллах отправит в рай навеки, это милость Аллаха. Но если кого-то Аллах подвергнет суровому наказанию, это справедливость Аллаха. И Аллах никому больше положенного не даст. Поэтому Аллах вот так будет демонстрировать свою справедливость к ним. И никто не любит иметь довод так, что Всевышний Аллах, ведь Аллах, Он обладатель абсолютной справедливости. Аллах обладатель абсолютной справедливости. Именно поэтому Он будет спрашивать людей и подвергать их расчету, и будет показывать каждому свитки с их грехами. То есть каждый грешник будет видеть, и ангелы будут спрашивать, вот это свидетельство, что это ты делал, что ты это говорил, что ты это творил. Да, он скажет, да. И никого вот так за ноги не будут ангелы тянуть, и он будет кричать там, я не виноват, я здесь ни при чем, такого нет. Все будут признавать справедливость Аллаха. Поэтому Всевышний говорит, в день воскрешения мы установим мавазинуль кист. Аллах говорит, весы справедливости. Вот в этой жизни, да, весы меняются. Ну, если начать с малого уровня, да, на рынке, магазине, торговом центре, где взвешивают дела, а продукты могут что-то там сделать с весами. Да? Это самый низкий уровень. И дальше идем, весы общества. Когда справедливому человеку говорят, он несправедливый. Когда лжецу говорят, так вот он говорит истину. То есть это весы поменялись. Пророк ﷺ сказал, перед судным днем весы, они перевернутся. И самых лучших людей будут называть самыми худшими. Самых наихудших будут называть самыми лучшими. Лжецам будут говорить, так вот эти, они говорят истину. А те, которые будут произносить истину, они говорят, так они лжецы все, или там фанаты, или еще кто-то. Поэтому в этой жизни многие весы, они, да, есть, но они несправедливы. А вот судный день как раз мавазинуль кист. Аллах установит весы справедливости, мавазинуль кист. И ни с кем не поступит несправедливо. Вот ни с кем Аллах дает гарантию, ни с кем в судный день не поступит несправедливо. Никому зулюм не сделают, ни одному кафиру, ни фараону, никому. Если найдется нечто весом в горчичное зернышко, мы принесем его. То есть это деяние найдется, и мы принесем его на чашу весов. Довольно того, что мы ведем счет. Аллах говорит, довольно того, что я все вижу и всех я рассчитываю. И также Всевышний Суратуль Кахф говорит, «Вавуду аль-китаб», и будет положена книга, «Фатар аль-муджримина мушфикина мимма фи»,
и ты увидишь, как грешники будут трепетать от того, что в ней. От того, что в ней. وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ. И горе нам, что это за книга, в ней не упущен ни малый, ни великий грех, все подсчитано. И они обнаружат перед собой все, что они совершали. И твой Господь ни с кем не поступит несправедливо. Вот первые доказательства, которые ученые приводят в пользу того, что и кафирам будет расчет. Это то, что вот Аллах перед каждым кафиром, вот перед ним поставит все его дела. И он все признает. И он признает, что Аллах справедливый. И вот дальше уже, иншаллах, будем говорить о других причинах, почему Аллах будет рассчитывать в судный день и кафиров, хотя их куфр уже дает им гарантию, что они будут вечно в аду. Субханакаллахума бихамдик, шаду ан ла иляха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.